Элька, привет! Дочурка, ну как ты там, как дела? Я сегодня с тобой хочу чеченский поучить опять. У нас уже 36-й урок. Мы давно с тобой не встречались, чтобы чеченский поучить, правда, да? Ну, ты, конечно, если будешь на эти видео подряд, кажется быстро. А прошло где-то, наверное, месяц целый или полтора. Потому что были каникулы, и мы ничего не делали, просто отдыхали. А теперь давай снова читать. Вот. Сегодня пройдем 9 слов. 9 слов интересных таких про различные насекомые. И немножко посмотрим, например, как будет корни. Знаешь, у дерева есть корни, вот, а по-чеченски корни будет орамбу. Вот, орамбу. И корни могут быть разные, например, можно сказать корни дерева, можно сказать корни зуба. Знаешь, как корни зуба будет? Вот зуб по-чеченски церк. Получается церган орамбу. Да, зубной корень. А так, вот, да, орам это корни, да, корни. Смотри, какие тут корни, видишь? О, такие вот. А еще есть такое слово go. Знаешь, по-английски go – идти, а по-чеченски go – это круг. Круг. Да, go. И получается, go идет с причастичкой бу. Вот орам было что? Помнишь, орам тоже бу, а go тоже бу. Go бу. Go. Go бу. Вот, круг, да? Круг – это go. Вон, смотри, солнышко какое тебе туда еще давно покупал, да? Оно тебя ждет здесь. Это тоже как go, да? Мало. Это солнышко. А еще есть такое слово, значит, хорсом. Хорсом. Хорсом ду. Вот у него идет ду, да? Хорсом ду – это редька. Знаешь, такая, ее можно есть. Редька. Ну вот, редька. Не знаю, нравится тебе редька или нет. Мне нравится редька, там репа и всякие овощи. И вот хорсом ду – это редька. Ну давай повторим. Орамбу – это корни. Гоубу – это круг. И хорсом ду – это редька. Да? Запомнила, дочурка? Запомнила? Ну, молодец. Теперь идем дальше. Ой, давно мы с тобой чеченским не занимались. Я уж так соскучился, я все время книжечку все хотел взять, и думаю, а ладно, каникулы еще отдохнем. Давай теперь посмотрим. Вот видишь, тут редька. Редька, круг и корни, и орамбу, и гобу, и хорсемду. А здесь будем смотреть такие интересные насекомые. Я тебе буду называть сейчас и посмотрим. Вот, например, есть гусеница. Да? Это, по-моему, гусеница. Посмотри-ка. Похоже на гусеницу? Похоже, да. Давай посмотрим, что это такое. Это, по-моему, гусеница. А гусеница, вот знаешь, как кот, да? Мы с тобой кот проходили. Цицик. Цицик – это кот. А вот дел цицик. Получается, дел цицик – это будет гусеница. Смешно, да? То есть ассоциация немножко с котом такая. Я хочу посмотреть. Правильно я перевел? Дел цицик – это гусеница, скорее всего, будет. Наверное, да, гусеница. Ну, куда по-другому? Она же такая, получается… Да, правильно, гусеница. Дел цицик – гусеница. А вот еще есть, смотри, такой вот, вот этот вот, да? Здесь плохо. Вот этот. Это будет червячок. Червячок будет ненбу. Значит, делцицик ду. Это гусеница будет с частичкой ду. Помнишь? Делцицик ду. А червячок ненбу. Вот. Ты когда-нибудь червячков брала в руки? Не брала? Я когда был маленький, мы ходили с ребятами на рыбалку. И чтобы рыбку поймать, надо было червячок, да? Вот рыбка по-чеченски чар, а червячок ненбу. Вот. И мы такие искали этих червячков, насаживали на крючок и ловили рыбку. А теперь смотри дальше. Вот интересно, далее идет вот такая интересная, да? Божья коровка. Вот. По-латышски марите. У тебя детский садик Мария, ты Божья коровка, да?
И по-чеченски это будет диалкотомию. Диалкотомию. А котом, по-моему, это курица была. То есть, вот интересно, такая приставка дел. Дел это как Божий получается. Вот знаешь, как у нас по-русски, например, вот это Божья коровка тоже говорится, Божья коровка, да, вот слово Бог, Божья коровка. А вообще по-чеченски, например, дал, как получается, делан, это как тоже Божий получается, я так понимаю. И вот здесь получается дел, цицкду, так Божий котик, это гусеница, а дел котовью, Божья курочка, получается, это Божья коровка. Интересно, такая ассоциация у меня возникла, потому что как-то так вот дел Ресхил, например, да, там такое дело, это что-то с Богом связано. А теперь смотри следующий Элька. Есть такая, знаешь, как самолетик, такая, как вертолетик, стрекоза. И по-чеченски стрекоза будет Илбазговрую. Вот видишь? Илбазговрую. Вот такая. И тут тоже, если посмотреть, вот есть слово говр, это лошадь. А Илбазговр, интересно, что такое Илбас. Интересно, да, что такое Илбас? Я так не могу вспомнить, но где-то я такое тоже подслышал. А Илбазговрую получается стрекоза. И смотри, у нас на русском тоже стрекоза, тоже на конце коза, а здесь говр, то есть какая-то лошадка получается. Илбазговрую. И еще две остались. Знаешь, как шмель будет? Или как шмель? Шмель будет только красивый шмель бумбрию. О, смотри какой. Шмелек. Бумбрию. А здесь еще улитка. Вот. И сейчас скажу тебе, как улитка. Улитка ятмегию. Получается бумбрию. Это шмель, а ятмегию улитка. Я тебе как-то записывал видео, там была такая улитка, большая такая ползла. Я тебе записал видео, ты можешь посмотреть на канале. Ну так, повторили слова, попробуй их запомнить. Я тоже буду пробовать запоминать. Сейчас столько времени прошло, но я вот те слова многие помню. И запомним эти, я сейчас еще раз прочитаю. Ну и все. Сегодня тогда такой коротенький урок. Да, давай, как тебе? Смотри. Орамбу. Я не буду говорить перевод, вспоминай. Орамбу. Гобу. Хорсамду. Делцицкду. Ненбу. Делкотмию. Илбазговрию. Бумбрию. Ятмегию. Бумбрию. Илбазговрию. Делкотмию. Ненбу. Делцицкду. Орамбу. Гобу. Хорсамду. Ну вот как-то так. Ади Келсон хазью, Ади Келсон дотри. Увидимся в следующих уроках. Гурдувай.